Он говорит, оказывается, вот в нашей деревне, допустим, никого нет, а в других деревнях же тоже собираются. Вот уже 2 месяца автобус, который соединял село Акзигитово с Казанью, не ходит. Так у местных жителей начались проблемы. Находится поселок прямо на границе с Чувашией. Пусть до столицы и райцентра, мягко говоря, не близкий. У нас в 21 веке, в 100 километрах от Казани, лишили 5 населенных пунктов автобуса. Пришлось вот 5 раз съездить мне в район, очень далеко. Потратила каждый раз 1000 рублей, больше даже. С поезда слезли, сразу сели в автобус, но нету, стоим, ждем. Если в поликлинику ехать, мы тоже платим 600 рублей. Обслуживала маршрут частная компания. По словам владельца, автобус перестал курсировать потому, что нет водителя. Водитель уволился по причине, уже начал по здоровью. Водителя принимал на работу, 2 месяца ждал. У них медосмотр не могли пройти. Если нет автобуса до Казани, то сделайте хотя бы до станции Албаба, просят жители. Оттуда на электричке можно добраться до райцентра и столицы, ведь машины есть не у всех. На постоянной основе проживает где-то в районе 600 человек. Не у всех есть средства передвижения, поэтому вопрос актуальный. Обращались жители и в администрацию района. Заехали в исполком сегодня и мы. После разговора с нашим отделом по дорожному хозяйству и транспорту было принято такое решение о том, что они направят письмо в Минтранс с просьбой продлить маршрут, который идет у нас от Нижних Визовых до острова Града-Свияжск, Нурлаты и, соответственно, Акзигитово, чтобы соединить таким образом в одну цепочку, и люди могли бы достигать не только станции Албаба, но и, соответственно, достигать и Зеленодольск таким образом. Найдет ли водителя транспортная компания или удастся продлить маршрут внутри района, пока сказать сложно. Мы будем следить за ситуацией. К слову, будущему водителю автобуса предприниматель готов заплатить 28 000 рублей. Зарина Ахметова, Ринат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район.